Это дерево называют нефтяной скважиной, ведь его выращивание может стать по-настоящему прибыльным бизнесом. Инвестиции быстро окупаются, само дерево успешно используется во многих отраслях, а ученые пророчат ему значительную роль в решении энергетического кризиса. Из наших видео вы узнаете, что такое павловния и каковы ее преимущества, в каких отраслях она успешно используется, как выращивать дерево в наших условиях, сколько можно заработать на павловнии. Что такое павловния? Павловния – это дерево-чемпион с наибольшей скоростью роста в мире. В оптимальных условиях за 5-6 лет оно способно вырасти до 15-20 метров в высоту с диаметром ствола 20-30 сантиметров. Павловния не требует повторной посадки. После каждой вырубки дерево регенерирует. Каждые 6 лет с нее можно получать деловую древесину. И так 4-5 циклов. Для инвестора это высокорентабельный агробизнес, стабильный и высокий доход. Стоит задуматься над этим. Родом из Китая, павловния веками считалась священным деревом и символом удачи. Сейчас ее активно выращивают в Европе и Восточной Азии, называя деревом будущего. Буквально все ее части – ствол, листья, цветки – потенциальный источник дохода. Павловния растет быстро, ровно и высоко. По структуре напоминает ясень, но на 30% легче, за что получила название алюминиевое дерево и очень ценится как материал для строительства, производства мебели, лодок, сноубордов, лыж и досок для серфинга. Обладая высокой температурой воспламенения, павловния считается хорошим сырьем для производства биотоплива. В будущем она может стать альтернативой традиционным видам топлива. Ее крупные листья растут быстро и являются настоящими фабриками кислорода. Одно дерево поглощает в среднем 22 килограмма углекислого газа и освобождает 6 килограмм кислорода за день, при этом очищая тысячи кубических метров воздуха. Если учесть, что за сутки человек вдыхает 14 килограммов воздуха, то плантация павловнии в 1 гектар обеспечит воздухом 400-500 человек. Листья павловнии ценны также тем, что не имеют горечи и содержат большое количество белка, поэтому хороши как корм для домашних животных. Огромные цветы павловнии наполнены нектаром и привлекают пчел. Мед из этого удивительного растения имеет лечебные свойства. Но это еще не все. Глубокая корневая система павловнии предотвращает эрозию почвы и насыщает ее азотом. Легкое, выносливое, устойчивое к вредителям и заболеванию и быстро регенерирующее дерево. Павловния принадлежит к абсолютно безотходному производству, улучшает экологию и противодействует глобальному потеплению. Выращивание такого дерева приносит выгоду не только инвестору, но и окружающей среде. Уникальное дерево, которое быстро растет и дает возможность получать от 400 кубических метров за гектар высококачественной древесины. Павловнию активно выращивают в странах Европы и Восточной Азии. Успешный опыт перенимают и в странах СНГ. Абсолютно безотходное производство павловнии – прибыльный бизнес для аграриев и здоровье окружающей среды. Но не стоит, сломя голову, рваться в бой, не узнав важной информации о том, какие сорта павловнии будут прибыльными именно в вашем регионе. Как выращивать павловнию? По данным The Plant List выделяют 7 видов павловнии. Но деловую ценность имеют гибриды этих сортов. В частности, между видами томентоза и форчуна. Гибриды отличаются холодостойкостью и быстрыми темпами роста. Поэтому могут выращиваться и в холодных условиях Северной Европы, и в жарких Южной Европы. Они обладают прямым стеблем с узкой кроной. Это позволяет разместить в гектаре большее количество деревьев. Яркий представитель таких гибридов – сорт Шантонг. Чтобы сохранить качество, гибриды должны размножаться путем клонирования в лабораторных условиях. Для насаждения переводят готовые саженцы в теплицу. Саженцы бывают молодые, для посадки в конце весны, однолетние, посадка в начале весны и второй половине осени, или корни, высадка в начале весны и второй половине осени. Для выращивания павловнии подходят практически все типы почв: супесчаная, суглинистая, известковая, торфяная и черноземы, кроме глиняных и песчаных. Оптимальные условия для посадки павловнии предусматривают уровень грунтовых вод 2 метра и ниже, кислотность от 5 до 8 pH, максимальная температура не должна быть ниже 27 и выше 40 градусов Цельсия. Итак, вы подобрали идеальное место. Что дальше? Как подготовить почву для высадки прибыльной плантации павловнии? Подготовка участка напоминает посадку фруктового сада. В зависимости от желаемого результата схема посадки может отличаться. Участок, предназначенный для посадки, сначала выравнивают,
освобождают от сорняков, кустов, деревьев, крупных камней. Для отвода воды рекомендуем глубоко разрыхлить почву на 40 сантиметров. Чтобы павловния развивалась и росла, землю надо глубоко вспахать, до 30 сантиметров. Готовить почву лучше с осени. За зиму земля уляжется и насытится влагой. Весной можно приступить к посадке, но лишь при наличии нужной температуры. Многие спешат засадить плантацию как можно быстрее и теряют свои саженцы. Для идеальной посадки павловнии